классно, ветер дует. Сейчас пойду тоже на кухню поделаю. Надо докидывать сюда. Так. Изен менде жон жақсызы. Изен әрбайзына. Мында зонтик тудим шебе, то кінес намыр долушы. Микрофон пыстың пірілі. Шей шағын арық бастырыңар, қорық бұңар нағмыр досы барды, матап қамнадым. Шон жақсызы. Бүгінгі күнді пістің анда керексіні соқ барды. Қажын піске шилызығы керек, біргерге керек. Қайда сұрақ, бірлі сұрақ пістің. Сынып жоқтызы пістің мұнды шиірівісті пұтқып шелер, шиірівісті пластилер, анар піске біргерге керек. Бір үйінік үлгі алынасыға керек. Қады немет. Анар мұндық Хади жоқ тегі, тестегі немес жылғы ешчес қағаз шонау. Бірай шоны қығырғыз, кемнің оңдай болыр, кемнің сынып шүре ақшы қағаз шүйрі үшін. Олар бүйін келген ырза ақшам. Нағмырдыңда қорқытын, қадығыда аймақ сықтығылдардың қайбезі түпше пасықтар чоқтаныр келбен еврдер, чон уландығы немі? Хади жоқ тегі, чон Конституция хостры, народ является источником власти. Орыстылжым. Анар шон күнгі күнді күс болшы. Анар пістің қады санызығы керек, пістімал немеспіз, пістің қады шоқтызығы керек. Анар қағаз шының шилін азыр алынды. Мен сақшын пері қығырға пістің ұлы қызыны, алғыз шыны Игорь Егорыч Капсаргины аға сөз берерге. Изенер тадарла. По шииттерне хади мосчим постарның ақшызның сонны ши балығы сәрініпскенер. Аноға олар сонны беге шиіп шалар. Сірі искен бол, но пшаза прайзыңар. Түгі немеден ашандан сғары шыр қас париз. Ам салғынды қас парилер. Ам сын малы жоқ иди искем. Ол андағы шонның план бар, ноғын қачтар қас барып зығы. Пиди келзе, олар аның шаптық, көйбішығы, қойбал, от, ұскандырла и андар алдыры. Абыз пидилі бірденеме тапсабин, ибдел одырлып жатсапс, ол неме иди болар, сақчам. От сірді аныңа алғызып жетікшам, келдіңер бер. Ол немеден тоғыр, шоқтанып. Мұнда кізлерсідің сұрарлар, интервью аларла, бірде қорықпен шоқтанғар. Көп кізі шоқтан заңар, ол ұлымны көп тұзы болыр. Аныңар, мен позым қойбалдаңмын, мені мұнда біразда танықша болыр, мұнда шағалға келген кізлердің. Аныңа мен сілдің сұрыншам, шер сұғжыларым. Бұ шийтеге болыс берелі. Шолары асық болзын. Бұ болған немінні, шиылсқын бұзенде шиылсқын кізінні, шонға тарыдыңар, шонға шоқтыңар. Бадын ойма жоқ жерім келше. Бұ қарыдастан баста дей, ол ағайлы немес, Ноғыпысты шерінде иде оңар кешкері сұқтыла. Постарыңа да сез шабылыздар. Бір зарының пістің шерісті үлгі дәгіледі, қади биди бір ай пұлғып салдыла, сез шезірді. Ол немені қаделі болып тоқтадығы керек. Шонның шеғызбы алып, үзіріп, шоқтызып, мағат жақсы кізі, анда үлгіде мағат кізі тоғынсын. Мұндақ немелері болып сесі, ол үлгідегі кізі тоқтатсылсын. Шонға тоғынсын, шонның тоғыр тоғынмызын. Біздің мұнда болып парша, базы исім, ал үстінде, мұнда шықтап шытқын шон, туғаннары, шағыннары, шарыт чалы олыды. Жетіпшілер, мәне, қаслаңар, қади қытшелері бұллаңа. Шеріні қаслаңа, испайны оғырлаңар, олар ақшыны же піске таратпен желі, піске бірзалковой пешсатшылер, а постары 1 миллион зебіне сұсыршалы. Аны сезінер.
Ол şiir üstünde andak. Burnu da akça köp doğulmalı aşçısı. Şonuna Allah aktarığı bırakça bir saçılar. Bırakça albal anın köbar akça soğubatçılar. Sıra kiftinmen yer ol sonnağa. İki bollap şatkan. Son bozdun honçıktarına, tuğançarına soğuktanar. Dünger, bizden ballar ısmında şurçir. Bizden mal hustarmında öskürepsiz. Bu şiirlerde. Bu bizden koybol şiirin uzı. Koybol şiizinceki şiiri. Amanda görükçilerden birede şoğutursam, meni birede kıyıqız barşala. Anın sorapsam, no çok haciminde şoğutupşala şayanar, no oyun bolardı. Am bir qatıp bir uluğarıq neme ısıq şiirdegi qadaqışı bigi şoğutupşa. Koybol şağızının ezi jidir köktayğıbın jidir. Meni jidir uskur ustana jidir. Haydi bolup ardına jidir bundağı koybol şağızdağı şutup çıtkın çon. Sırezer kiligimde jidir haytaqla oyma xat üstüm jidir. Ana ol kızı sırayı popparılı tuşa, püyrgüce şoğul tuşa. Am jidir meni ulğulan adaq jidir. Şiirine de ulğulan adaq jidir. Meni ulğula zangar jidir. Men şiirni sırda qayraliga bolsam. Ana men tuşam ol kızdan haydi bolu kerek bisani. No tuşa bizden posuzdan tadır kibiri var tuşa. Tadır kibirden pıçışığız bal ulğulap şayanardı ulğulap. Biz oldu ulğulazız. Tadır dilden şoğuk tuşsuz. Tadır kibirden içsez bu nimeler bolbuz. Abız hacın ballar sügürtlezez. Tadır kibirden, tadır dilden küstü boluz. Mındaq andaq mındaq şabıl nimeler bolbuz. Sirege algızım şitişem. Haydaqta mındaq nağmırda bolğunda ber kildinge. Köpçe iyin tadırlar mında turlapşalar. Algız bolsun Sirege. Алғыс болсын, Егор Егорыч. Сырына серединалар мен екі тілдің жоқтым. Шағыдаздар бар, соңында. Орыстар бар оқ, соңында, орыс тілігілер. Программа внеочередного чрезвычайного съезда хакасского народа. На повестке дня күн суринта 5 вопросов, 5 докладов, и все касаются угольного разреза. 6-й вопрос будет проще. То есть мында аймақ басқосырулар. Здесь 6-й вопрос можно обсуждать другие проблемы. Но 5 вопросов непосредственно касается только угольных разрезов. Поэтому я прошу докладчиков. Докладчикам дается 10 минут, не более до 10 минут, чтобы уважать и всех, то есть и других докладчиков. Прошу докладчиков укладываться эти 10 минут. И, конечно же, слушателей. И желательно только по факту, то есть только по сути. И первый вопрос. Первый докладчик у нас Торусов Михаил Игоревич. Он расскажет нам об способе добычи угля в Республике Хакасия. И непосредственно вот этих разрезах. Данная проблема существует уже около десятилетия. То есть она уже поднималась в конце 80-х годов, но тогда по решению облисполкома данный вопрос был отодвинут. Я бы хотел напомнить, прочитать открытое письмо Владислава Михайловича Торосова от 12 декабря 2012 года, где данный вопрос уже поднимался. Я начну. В конце 20 века, в 1989 году, уже была сделана попытка начать разработку месторождения вблизи села Аршаново. Однако в связи с негативными экологическими и социальными последствиями по решению Хакасского облисполкома работа на участке была запрещена. Месторождение до 2011 года находилось в государственном резерве. Но в начале 2012 года по инициативе Федерального агентства по недропользованию Роснедра участок Аршановский-1 был выставлен на конкурс, который выиграла московская частная фирма. Летом 2012 года лицензия на разработку месторождения была получена, и собственник начал работы по своим месторождениям. Они получают очень дешевый уголь по сравнению с другими месторождениями и внушительную прибыль до 3 миллиардов рублей в год. И эта прибыль определила все. Она затмила разум предпринимателей, которые, почувствовав определенные препятствия со стороны населения, подключили для достижения цели все средства и рычаги. Подкупают и обрабатывают население, идут на все тяжкое.
пытаясь притянуть на свою сторону людей и власть, администрации и глав сел, районов и региона, скрывают отрицательные стороны и недостатки проекта. А недостатки проекта велики. Главный из них – невозвратимая потеря больших площадей земной поверхности, связанная с необходимостью вскрытия и извлечения угольных пластов, основательное разрушение окружающей природной среды, ухудшение условий и качества жизни населения. Такие последствия характерны для всех горных предприятий, осуществляющих добычу угля открытым способом. Там, где проявляется истинная забота об экологии, открытый способ не применяется. Что касается Аршановского разреза, то названные недостатки приобретают здесь следующие конкретные формы. Общая площадь уничтожаемых земель составит свыше 120 квадратных километров. В том числе 70 квадратных километров займет чаша карьера и 50 квадратных километров отвала пустых пород. Навсегда выводятся из хозяйственного оборота площади сельхозугодий, в том числе прилегающие к селам пастбища, сенокосы и посевные площади. У населения веками занятого сельским хозяйством, разведением овец, крупного рогатого скота, лошадей, птицы, а также производством кормов, овощей, зерновых и так далее, изымается земля, главное средство производства, без которого, как известно, немыслима любая сельскохозяйственная деятельность, да и сама жизнь сельского населения. Четвертое. Разрез создается вплотную к селам. В результате жители оказываются в непосредственном контакте с местом производства взрывных работ, местом активной горнодобычной деятельности, где круглые сутки работают мощные бульдозеры, буровая техника, шагающие экскаваторы, многотонные большегрузные самосвалы. В зоне повышенной экологической опасности, где опасная загазованность, задымленность от самого сгорания угля, запыленность и постоянный технологический шум. Село Аршаново превращается в остров, окруженный широким и глубоким до 250 метров многокилометровым котлованом. Такая же перспектива ожидает и другие ближайшие аалы. Изъятие главного средства производства и нахождение в зоне повышенной экологической опасности делает невозможным нормальное проживание людей в границах Аршановского сельсовета. Над группой сел и аалов нависла угроза реального уничтожения. Коренное население, а там в основном проживают хакасы, грубо вытесняется, фактически изгоняется с обжитых земель. В селе Аршаново зримо столкнулись интересы бизнеса и местного населения, причем атакуют бизнес. Населению предложено дать свое жизненное пространство, а самим убраться на все 4 стороны, в том числе изменить традиционный образ жизни. Основной аргумент новых хозяев аршановских земель – мы делаем деньги, вы нам мешаете. Если не хотите задохнуться, освободите территорию. Эта установка по своему смыслу близка девизу криминальных банд. Отдайте деньги, они нам нужнее. Кроме сел и аалов уничтожается долина 40 озерок, где находится орнитологический заповедник, памятники культуры древних народов, сотни курганов, каменных изваяний, места отдыха и рыбалки жителей республики, а также озера, где гнездятся, выводятся и отдыхают тысячи перелетных птиц. На месте живой и цветущей долины с богатой флорой предлагается сформировать долину отвалов и котлованов, провести искусственное горообразование. Решение Хакасского облсполкома о недопустимости размещения здесь угольного разреза в связи с тяжелыми экологическими последствиями отброшена. Политика прежней власти, свято заботившаяся о сохранении природной среды, заменяется политикой хищников – урвать и быстрее проглотить, а после нас хоть потоп. Особый пункт загрязнения и отравления реки Абакан, главного источника питьевой воды городов Абакана, Черногорска и поселков, общей численностью свыше 300 тысяч человек. Это более половины населения Хакасии, располагающихся ниже села Аршаново. Долина 40 озерок – это, как известно, древнее русло Енисея, часть вод которого и поныне питает подземный водоносный горизонт. Карьер подсекает этот горизонт, и вода устремляется в отрабатываемое пространство. Ожидаемый приток воды в карьер более 3000 кубометров в час. Это серьезная помеха для выемки угольных пластов, и потому вода должна немедленно удаляться. А сбрасывать ее, кроме как в протекающую реку рядом, некуда. Река Абакан становится местом, куда будет сливаться рассол вредных химических веществ, в том числе серной кислоты, технических масел, остатков взрывчатых веществ и горюче-смазочных материалов. Грязевые потоки от бульдозеров, скотомогильников, старых и действующих кладбищей.
Объем воды, сбрасываемый из карьера в реку, составит около 70 тысяч кубометров в сутки. При разработке месторождения приток может оказаться больше. Химическая очистка карьерной воды не предусмотрена. Только осветление путем отстоя. Но кто может поверить в возможность качественной очистки воды от химических элементов путем отстоя? Ведь речь идет о здоровье людей. Это, безусловно, создает новый реальный источник онкологических и других заболеваний, всплеск которых экологи гарантируют. Сохранившаяся до наших дней великая ценность Хакасии – чистая природная вода. Продукт повседневного спроса и питания людей сознательно уничтожается. Хотят ли жители городов и поселков Хакасии потреблять отравленную воду? Очевидно, нет. Впрочем, никто их об этом и не спрашивает, и даже не ставит в известность. Но загрязнение и заражение водоемов – это тяжкое преступление. Кто принял решение поить население отравленной водой из карьера? Кто позволил хозяевам лицензии ставить эксперимент на здоровье жителей республики? Или они сами теперь предоставляют себе такое право? Так же, как и право лишать коренных жителей республики распоряжаться ею, право менять экологическую ситуацию местности и так далее. Правы жители Аршана, заявившие, что здесь сложилась какая-то дикая ситуация. Торговали углем, а продали территорию вместе с людьми. Это что, предусмотрено лицензией? Полагаем, что здесь есть интересные вопросы для местных законодателей и прокуратуры. Надеемся, что они вникнут в проблему. Проект опасен, вреден и неприемлем для республики. Он привлекателен только для частной коммерческой фирмы, желающей получить здесь баснословную прибыль. Однако желание не может быть весомым аргументом в пользу предложенного проекта. Интересы населения республики не могут обмениваться на интересы отдельных бизнес-групп, кого бы они ни представляли, даже если это важные чиновники федерального уровня. Спасибо. Спасибо, Михаил, за доклад подробный. Ну, Пыльвалдарья, понятно. То есть, пинг күнде пыстамал занып шелдер. Пыстың күннері все ол келшелер, плаз болшелер пыстың немелерді ехара достап шелдер. Нүди шарабас, шуның ғади шарас пинейте тоғыныр. Второй вопрос. Шкүнже соғы. Доклад Азараков Виктор Николаевич. Ол жоқ теперь пинг күнді салған алдағы шутожылардың хадишерлерін пластилер. То есть вопрос будет, ну, на русском языке Виктор сам уж расскажет, наверное. Я Азараков Виктор Николаевич, представитель фамилии Азараковых, село Читапюры. Я являюсь юристом, сопровождаю деятельность региональной общественной организации жителей Кайбальской степи «Родная степь». Мы столкнулись с тем, что Центра Сибнедра, офис главный находится в Красноярске, приняло 7 приказов якобы для государственных нужд об изъятии земельных участков в пользу разреза Майрыхский. По этим приказам, эти приказы были опубликованы официально 10 мая 2019 года, вот, совсем недавно. Вот, ну, прошел срок на оспаривание уже в течение 3 месяцев. 36 земельных участков было изъято по этим приказам общей площадью 1 252 544 квадратных метра. У, получается, жителей Шалгинова, Рашанова, получается, несколько участков изъято в Алтайском районе. Там они даже друг у друга, получается, изымают. У Аршановского они смогли изъять 1 участок. То есть очень сильный административный ресурс с их стороны. По сведениям из правительства, половина бывших сотрудников правительства, сейчас, которое было при измене, работает на разрезе Майрыхском. То есть это очень грамотные специалисты, работающие в этой сфере. И на их стороне, получается, сейчас стали суды. То есть у нас 6 человек решили оспорить эти приказы, обратились в Бейский районный суд. По 4 из них были приняты решения об отказе в удовлетворении их требований.
Фактически происходит нарушение Конституции Российской Федерации, в которой указано, что граждане и лица у нас равны. С одной стороны, у нас частная организация, у которой 3 собственника, и с другой стороны, физическое лицо, которое тоже является собственником. Используя государство, они изымают земельные участки в свою собственность для извлечения прибыли. Пока на данном этапе мы проигрываем, оспариваем, но мы надеемся, что ситуацию возможно переломить только на уровне вышестоящих органов, или в Верховном суде Республики Хакасия, или в Верховном суде Российской Федерации, который по этому вопросу вынес свою точку зрения, сказав о том, что в принципе публичное образование может изъять земельный участок для государственных или муниципальных нужд. Но в данном случае у нас частная организация получает эти земельные участки. С людьми, получается, не договариваются, ставят их в условия такие, что он не сможет отказаться. Он сможет только разговаривать по цене. Возможно, спорить потом о рыночной стоимости земельного участка, который будет проводить компания. Разрез Майрыски будет заказчиком, то есть они будут действовать в своих интересах. И в данном случае нам остается, то есть с этой стороны мы будем делать все, что возможно, но учитывая то, что на данном этапе у нас здесь ситуация у нас сейчас проигрышная, проигрываем, по крайней мере, мы не сдаемся. В этом направлении будем работать. У меня предложение просто нам, как коренному народу, действовать не только, получается, в судах. Необходима нам активная гражданская позиция, участвовать в митингах, в каких-то акциях, которые привлекали бы внимание к этой проблеме. Потому что у нас в судах, получается, человек остается 1 на 1, и сидит судья, человек, и с той стороны, получается, разрез Майрыски. Но сейчас они уже вообще не приезжают на эти дела, практика уже сложилась в их пользу. Они шлют бумажку о том, что все, мы вот наша позиция, у нас все законно. Мы считаем, что это незаконно, и будем действовать дальше. Все. Алгас Лузен, Виктор. Дорогие участники, кто недавно подошел, просим пройти регистрацию по возможности. По сути, что я могу сказать из доклада Виктора, я могу сделать вывод, что живут 2 соседа, да? Один богатый начальник, он приходит, соседу говорит: слушай, мне твой участок нравится. Я его покупаю, грубо скажем, я представляю государство, так как я начальник. Грубо иди в ЛПШ. То есть здесь не работает Конституция, здесь не работают наши почему-то правоохранительные органы, хотя, по сути, опять же, вы в курсе, да, вокруг Абакана немадыр склады, которые немадыр. Вы уже признали, что экологические нарушения есть. То же самое у нас на разрезах, грубо скажем. А сколько скота погибло в ашановских вот этих карьерах? Вот мне интересно, вот правоохранительные органы, ладно, зарплату они получают, но они о детях думают. Олар же палар мындок что все. Хайда олар пар оларлар. Хайда тизизер теслерменен. Есть мен посшон найденчим. Хайда бар олар. Ладно, пазар хызыл жерде, я. Но хызыл жерде жоқ болар. Сэр андысымны бұл анар посшир үшін көрезер керек. Хайдедлы үн берерге керек. И шедер сілерге төлеп шелдер. Жоқ-то берген кемске төлепші. Разрезтір, что ли? Пісті құлырдың тоғыр көресіз. Правительство? Так правительственный ұлырдың оқады. Ол қалы бұшы Шалгинова дағылыр. Шалғанда алыр мұнда бар бі? Бар, я. Сілер бізге төлепшіздер бі? Наверное, пайфар қазір заранды. Пос шақтызын азақ шезер. Олардың нормальный адвокат қада олардың ақшалары жоқ, что немедігі, что профессионал болған пос керенді. Олар тапшылар, анар пістет немешілер, и күмес мен көркөрікші мұл көзлердің қарақтарына кем едетіпші. Отсынып, сілердің ойыттарың бар бі? Наймет шедер? Жанантар, нақылан мет. Немат.
Так, ну ладно, Таврагарах. Третий доклад. Евгения Николаевна Прус. В нашем, скажем, движении задействованы все. То есть, кто любит Хакасию, все к нам присоединились. Кто действительно ценит Хакасию, мы всех принимаем без разницы. Вот Евгения Николаевна является активно членом нашего движения, поэтому предоставляю ей слово. Здравствуйте. Мне доверили, очень нервничаю, мне доверили доклад о Рамсарской конвенции. Я сейчас кратко расскажу. Давайте без бумажки. Что такое Рамсарская конвенция? Рамсарская конвенция – это конвенция о водно-болотных угодьях международного значения. То есть ее задача изучать и охранять территории, которые важны не только для какой-то маленькой республики или города, а важны прежде всего для мира. И вы знаете, на самом деле у нас есть такая территория. Я думаю, что мало кто об этом знал. Я еще несколько месяцев об этом тоже назад не знала. Все знаете Сорокоозерки, все знаете Трехозерки. Так вот, водно-болотный комплекс под названием озера Кайбальской степи – это все вместе взятое и еще прихваченное по бокам. То есть это трансконтинентальная магистраль перелетных птиц. Их больше 200. Из них 53 вида – это краснокнижные. Это Красная книга Республики Хакасия. Это Красная книга Российской Федерации. И главное, что это Красная книга международная. Понимаете? У нас получается так, что иногда не защищены люди, но защищены птицы. И эта территория, если она будет утрачена, это будет трагедия для всей Хакасско-Минусинской котловины. Михаил передо мной уже рассказал вам и об аллювиальных слоях, то есть это дренируемые почвы, через которые Абакан будет просто стекать в эти огромные шахты. Глубина залегания первого слоя 240-260 метров. Второй слой идет уже на глубине 600 метров. Вы должны четко осознать, что они отсюда не уйдут. Надо это понимать. Но наша задача добиться создания особо охраняемой территории на нашей земле. Была бы моя воля, я бы всю Хакасию под колпак, конечно, поставила, чтобы здесь все охранялось. Но особо охраняемая территория, она подразумевает ограничение деятельности. То есть она подразумевает традиционную деятельность народа, но она не подразумевает выработку угля открытым способом. То есть возможно, допускается выработка закрытым, под землей, но только не открытым. Я хочу сказать, что этот участок, он уже внесен в теневой список под номером 120, ратифицирован был в 1977 году, и до сих пор этот список не был убран, наш участок оттуда. Поэтому сейчас у нас есть реальная возможность повлиять на это и защитить эту землю. Почему? Потому что озера Кайбальской степи находятся прямо в середине Кайбальской степи. Это по большому счету почти что центр нашей Хакасско-Минусинской котловины. Все взаимосвязано, все стоки химические, все будет идти в Абакан. Воздух. Мы уже сейчас знаем, что такое черный снег, да, в Абакане. Мы прекрасно знаем, что такое смог. А это работает еще с малая толика. Если сейчас открываются еще эти 10-17 разрезов, то с Хакасии можно дружно всем выезжать и оставлять им ее на разграбление. Понимаете? У людей есть права, просто люди об этом забыли, что есть закон, и закон и государство нас защищает. И мы сейчас находимся в правовом поле. Поэтому я призываю поучаствовать в решении перевода этих земель в особо охраняемые, это во-первых, и инициации процесса перевода водно-болотного комплекса озера Кайбальской степи в список Монтрео. То есть это международный список, который стоит в первых рядах по охране и который уже начинает уничтожаться. Поэтому сейчас закон Российской Федерации, закон
международный на нашей стороне, поэтому Виктор немножко не прав, мы побеждаем. Главное, чтобы люди верили, и каждый, кто сейчас пришел, определился для себя, зачем он сюда пришел. Может быть, кто-то, кто потом посмотрит, может, он пожалеет и найдет себе где-то внутри тот страх, почему он не поехал, побоялся, засомневался или еще что-то. Понимаете, один человек ничего не может сделать, сделать может только большая масса. Ну, в целом это все. Спасибо за внимание. Спасибо, Евгения. Ну, следующий вопрос. Следующий докладчик у нас Павел Пиксенович Бурнаков. Он нам расскажет про международное право. Добрый день. Благодарю всех вас за то, что вы пришли на наше мероприятие. Мы очень переживали, что погода не даст нам возможности встретиться тут. Но спасибо великому синему небу, оно нам позволяет сегодня поговорить на наши злободневные темы. Вот у нас, по большому счету, в этой борьбе, да, неравной борьбе, но у нас есть три пути, по которым мы можем пойти. По первому пути мы уже идем. То есть это правовое поле, в котором мы пытаемся каким-то образом изменить ситуацию в пользу населения Республики Хакасия. Второй способ – это обращение в международные институты, которые также выступают за права, особенно коренных народов сегодня. То есть недавно было тысячелетие коренных народов, ООН справляла. Значит, и третий путь – это, конечно, самый тяжелый и самый страшный путь. Но, к сожалению, если эти два пути не работают, люди начинают выходить за пределы правового поля. Вот надо не дать возможности своей массовостью в первую очередь, потому что в правовом поле мы можем удержаться только если мы массово будем выходить на митинги, протесты, какие-то собрания и так далее. Только массовость может повлиять на решение вопроса. Малым количеством еще никто никаких вопросов не решал, особенно таких, как у нас. Вот я подготовил резолюцию к международному сообществу. Значит, мы выходим на второй этап, то есть поднимаем проблему до мирового уровня. Если настоящий съезд примет эту резолюцию, мы ее направим в организацию ООН, значит, для того, чтобы этой проблемой начали заниматься уже международные организации. Я, к сожалению, очень плохо, тяжело говорю, поэтому можно я свой доклад маленько прочитаю. Кто такие коренные народы в понимании международного права? Это народы, имеющие неразрывную историческую связь с землей до вторжения колонизаторов, на территории которой они издавна проживали, считающие себя отличными от иных общественных групп, которые в настоящее время превалируют на этих территориях или на отдельных ее частях. Коренные народы, образуя на данный момент меньшую часть общества, стремятся сохранить, развивать, передавать грядущим поколениям наследственные земли и свою этническую особенность, как основу будущего существования в качестве коренного населения, в соответствии с культурными особенностями, социальными институтами и правовыми системами. Это положение зафиксировано в Декларации ООН о правах коренных народов, которая была утверждена Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году и представляет собой минимальный стандарт в области обеспечения прав коренных народов. Хотя Россия воздержалась в 2007 году при голосовании в Генеральной Ассамблее, в 2014 году она присоединилась к итоговому документу Всемирной конференции по коренным народам, и в преамбуле которой содержится заверение о приверженности государств декларации, которую они приняли. Россия не раз заявляла в ООН, что реализует политику в отношении коренных народов в соответствии с духом декларации. Что касается международных договоров, к которым Россия присоединилась, и которые в соответствии с Конституцией являются частью ее правовой системы, то здесь стоит выделить рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств, а также то, что Россия является участником
участницей Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. И эти международные договоры также обязывают поддерживать права коренных народов. Между тем, эти правовые механизмы пока не позволяют в полной мере защищать политические, социальные и общественные интересы коренных народов России. Не секрет, что коренные народы становятся чужими на своей земле, их права грубо нарушаются и попираются. И эту ситуацию необходимо менять. В настоящее время эту проблему не получается решить внутренними правовыми средствами, поэтому необходимо использовать также правовые инструменты. Это вот о чем господин Азараков говорил, что мы сегодня не можем в полной мере пользоваться нашими российскими законами, чтобы защитить права коренного населения. В настоящее время поэтому необходимо оказать всемирное давление на органы власти России и заставить ее присоединиться к Декларации ООН о правах коренных народов. Интересы коррумпированной власти и олигархов подавляют стремление коренных народов к справедливому и равноправному распределению природных, финансовых и производственных ресурсов между всеми участниками российского общества. А российское законодательство, как средство обеспечения такого распределения, само по себе является источником коррупционных рисков, а также оно полно отсылочных норм и размытых дифференций. В результате формируется неоднозначная правоприменительная и судебная практика, когда в конечном итоге решение принимается в пользу тех, у кого есть власть. В соответствии с Конституцией, статьей 9, земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Однако в реальности местное население, в том числе и коренные народы, могут претендовать только на то, что находится лишь на поверхности, а недра с ее природными ресурсами – нефть, газ, золото, алмазы, уголь – находятся в распоряжении крупных финансовых промышленных групп и компаний, которые работают на обогащение своего менеджмента и чиновников. Зачастую ими нарушаются нормы экологической и производственной безопасности, что приводит к критическому загрязнению окружающей среды. Между тем, в цивилизованных странах коренные народы имеют в собственности месторождения природных ископаемых и участвуют в их разработке совместно с крупным бизнесом на равноправных условиях. Они участвуют в распределении доходов от добычи ресурсов. В России же коренные народы вынуждены выбивать мизерные компенсации с добывающих компаний, а зачастую вообще не имеют возможности пользоваться своими природными ресурсами. К примеру, у нас в Хакасии планы по развитию ее территории противоречат и нарушают нормы международного права, касающиеся интересов коренного народа. Сегодня у хакасов и других жителей Куйбышевского совета в судебном порядке изымаются земельные наделы, а завтра будут просто изгнаны со своих земель исконного обитания. Таким образом, государством и законом создаются условия для хищнического изъятия природных ресурсов у местного населения и нарушения экологических норм, а коренные жители территории оказываются чужими на своей земле. Я бы хотел зачитать обращение в рабочую группу ООН по коренным народам, которая как раз отвечает за работу с представителями коренных народов всего мира. И это обращение мы поставим потом на голосование. Я сразу хочу, закончить этот вопрос, чтобы потом не подходить к микрофону. Мы, коренной народ Республики Хакасия, в этот критический момент обращаемся к мировому сообществу с призывом о незамедлительной помощи и адекватной реакции на происходящее на нашей земле в связи с нависшей над нами угрозой уничтожения среды обитания хакасского народа, нарушением экологического и биосферного природного баланса в Хакасии, уничтожение историко-культурного ландшафта в результате бесконтрольной и незаконной деятельности угольных разрезов. К примеру, только на территории уникальной по всем своим природным характеристикам Кайбальской степи работает уже 6 угольных разрезов, а планируют открыть еще не менее 6 разрезов.
Добыча угля осуществляется открытым способом, что способствует обезвоживанию уникальных озер и уничтожению среды обитания краснокнижной фауны, в частности перелетных птиц, гнездящихся в болотно-озерных комплексах Трехозерки и Сорокозерки, а также отравляет их угольной пылью и шумом от взрывов и работающей техники. Мы не хотим быть частью индустриальной машины, которая в ущерб народу распоряжается ее собственностью, на которую не имеет права. Они забирают нашу землю. Они в огромных количествах добывают природные ресурсы, нанося ущерб окружающей среде. Сегодня хакасский народ реально столкнулся с уничтожением угольными компаниями территории традиционного хозяйства хакасов и представляет для других национальностей, проживающих вместе с хакасами на их земле, тем самым разрушая экономическую основу жизни сельского населения Республики Хакасия, и которая в своей деятельности уничтожает памятники археологии, являющиеся ценным источником научной информации о прошлом региона и о происхождении многих народов Евразии, выходцев из Саяно-Алтайского региона. Наносит ущерб дорогам общего пользования, который только в отношении одного из угольных кластеров был оценен в более чем 3 миллиарда рублей. Наносит урон качеству жизни местного населения, которое вынуждено жить в условиях техногенных землетрясений, от взрывов от угольных разрезов, а также в условиях шумового и пулевого загрязнения. Ставит угрозу целостности плотины Саяно-Шушенской ГЭС, которая испытывает на себе непредусмотренные ее проектом удары и вибрации от взрывов, идущих от взрывных работ на ближайших угольных разрезах. Наносит ущерб домам местного населения, фундаменты и стены которых покрываются трещинами и теряют свои теплоизоляционные свойства. Отравляет атмосферу Хакаско-Минусинской котловины, выбрасываемой угольной пыли, которая попадает в атмосферу в результате взрывов и работы установок по сухому обогащению угля. Отравляет атмосферу дымом от горящих угольных отвалов, в результате чего столица Республики Абакан занял в 2018 году второе место по России по уровню загрязнения воздуха. Отравляет воду в реке Абакан выбросами, откачиваемой из угольных карьеров воды, насыщенными фенолами и прочими химическими веществами. Преследование представителей коренного населения, выступающих против осуществления такой политики, за их политические убеждения, препятствование правоохранительными органами реализации права на мирный протест, запрет деятельности национальных обществ, организаций путем и движений путем лишения их регистрации или объявления экстремистскими и так далее. Опираясь на резолюцию внеочередного чрезвычайно 14 съезда хакасского народа от 17.08.2019 года, мы заявляем о том, что единственным желанием является стремление жить в соответствии с нашими историческими традициями и устоями, культурой и обычаями, в мире и добрососедстве со всеми нациями и народами, проживающими на территории Республики Хакасия, исходя из стремления к сохранению и устойчивому развитию хакасского народа, его традиционной культуры, традиционного образа жизни, как неотъемлемой составляющей этнокультурного многообразия народов мира. Все, спасибо большое. Спасибо, Павел Фексенович. Ну, мы приходим теперь докладчикам, докладчикам, так скажем. Время до 5 минут. Согласны? Только по факту и по списку. Давайте по списку. Давайте по списку. Люди записались. Майнагашев Виталий Иванович, село Шалгиново. Сидорову Леониду Николаевичу. Приветствую всех. Я Майнагашев Виталий Иванович, глава КПХ Майнагашев. Так. Я представитель рода Шалгиновых. Я есть родословный. Микрофон. В 17 веке качинцев согнали казаки с реки Качи. Наши предки поселились в Шалгиново. Наш род всегда занимался скотоводством, и всегда мы терпели притеснения со стороны властей. В 30-е годы много семей сослали в Томскую и Иркутскую тайгу, конфисковав все имущество, где большинство детей и взрослых умерло от голода и холода. Во время войны к нам привезли немцев с Поволжья. Они быстро освоились, выучили хакасский язык, построили дома. Недавно одна семья уехала в Германию, где старшему, родившемуся после войны, выплачивают реабилитацию в размере 250 тысяч евро за то, что они якобы терпели унижение на нашей земле. А у нас хотят отнять землю
путем выкупа в размере 500 тысяч за 25 гектаров. Если сейчас мы разрешим им действовать, то через 12 лет после начала разработки, я видел этот план ихний, начнется переселение, а через 20 лет закончится. И изымают земли в 500 метрах от села. Суды признают действия Майрыкского разреза законными, в планах у них строительство моста через Абакан. Если мы сейчас не дадим отпор этим захватчикам в законе, то села нашего в будущем не будет. В 90-е мы выжили только за счет скота. Этим мы и сейчас живем. И если они начнут копать 500 метрах от деревни, скот пасти будет негде. И как нам придется выживать? Идти на разрез с разнорабочими? У меня в лицензии, которая государство продало Майрыху, попало около 300 гектаров пастбищной земли. А значит, в скором времени мне придется закрыть хозяйство. Нужно обращаться к правительству, почему они продали недра наших земель, даже не известив жителей села Шалгинова, хотя бы могли согласовать размеры участка. Я свои земли продавать не хочу. Хочу, чтобы они стали родовыми землями рода Шалгиновых. Нужно, чтобы правительство исключило наши земли из лицензии на моем участке. На моем участке около 50 курганов разных эпох. Представители мадридского разреза говорят, что они за 1 год с археологами все разроют. А эти курганы самые большие в нашей степи. Нужно дать понять государству, которое во все времена нас притесняло. Мы всегда боролись за свои земли. Нужно как-то донести до Путина, что мы, коренные жители этой земли, хотим заниматься скотоводством в наших степях. Я 6 месяцев жил у бабушки, она Шалгинова, Мария Ильинична, по-хакасски Мало. Она рассказывала, где жили Возракова, где кочевал раньше ее род. Я эти земли выкупил у дольщиков. Эти земли моих предков. На ней столько курганов, и не нужно дать их уничтожить. Пусть они как стояли 1000 лет, так пусть стоят и дальше. Пусть хоть кусочек Кайбальской степи с курганами останется нетронутым. Нужно, чтобы правительство отозвало лицензию или подкорректировало ее, исключив некоторые участки. Нам, хакасам, нужно как-то узаконить статус родовых земель. У северных народов они есть, и газовики им платят за пользованиями этими землями. И если даже Майрых начнет разработку разреза рядом с Шалгиновым, то пусть хотя бы выплачивает нам компенсацию. На этом все. Поддерживаю, что вообще не надо пускать. Ну, какая цена будет? Ну, сколько вы себя оцениваете? Вот, родной дом. Да, то есть на это надо акцент делать. То есть это наша земля, где у нас проживает многонациональный однород, который действительно любит хакасть. И слово предоставляется Сидоров Леониду Николаевичу. И прошу вот докладчиков только по теме, ладно, по разрезу. У нас сегодня только одна проблема, это разрез. Здравствуйте, уважаемые. Я вот родился в Али Шалгинов, там хочу жить и хочу там, чтобы меня похоронили мои дети, и чтобы мои дети там жили, мои внуки, и чтобы все у нас было хорошо. Не только в Али Шалгинов, но и во всей республике. Я вот фермер, занимаюсь овцеводством, и вот пришел разрез Майрыский, хочет отжать у меня землю, отобрать. Пишут письма. Первый суд мы вот проиграли, который состоялся в Бее, в Бейском районном суде. Но мы дальше пишем. Поэтому я также плачу налоги. У меня также есть работники официально, которые работают, за которых плачу налоги. И разрез Майрыский не дает работать нам дальше, развиваться, потому что это пыль, загрязнение, все влияет на экологию, и мы против этого. Мы не хотим, чтобы он там был. И поэтому я прошу всех, чтобы 22 августа будут слушания в Бее, чтобы весь народ, который есть, он поехал. Потому что будут
22-го выделено 3 автобуса, которые начнут свое движение от Алла Шалгинов через Чаптыкова, Куйбышева, и весь народ, который без транспорта, он заберет эти автобусы. Все зависит только от нас. Поэтому если мы скажем нет этому разрезу, то его не будет. Все. Ну, мы полностью, вот я лично полностью за шалгиновцев, которые действительно страдают, которые мучаются. Ну, я бы хотел слово предоставить Чаптыкову Шамиль Хамитовичу. Извиняюсь, здесь от руки написано, поэтому, возможно, неправильно чуть-чуть произношу именно. Здравствуйте. Я вот такой уникальный хакас Чаптыков Шамиль Хамитович. Единственный в своем роде. Я в первую очередь, вот знаете, в Аскизском районе, вот на родине моей жены, там золотая звезда роет золото. Они когда туда заходили, они обещали рабочие места, зарплата, там налоги, прочее. Вот сейчас вот по интернету искал, я не нашел, сколько они налогов платят в местный бюджет. И они вообще зарегистрированы, по-моему, не в Хакасии. Значит, и платят где-то там же. Вот когда здесь тоже обещают угольщики налоги, там, рабочие места и так далее, произойдет примерно то же самое. Это как запустить козла в огород. Вот. Потом еще все вот эти вот алчные, как бы вот это вот у нас наживо, вот в наше время такая вот атмосфера, урвать, там хоть трава не расти. Это еще советское время началось. Потому что у меня вот знакомые, бывший охранник на мясокомбинате, или там вот на Тувинской базе работали в советские времена, они откровенно рассказывали, как там воровали машинами, вагонами. А в 90-х годах, все помнят вот этот беспредел, вот эти ребята все, советская торговля, завмаги, завбазы, они быстро нашли общий язык с уголовным элементом и грабили население в 90-е годы. Сейчас все эти ребята при должностях, при высоких должностях на государственной службе стали миллиардерами, которые даже Анасису там и это, прочим там мировым Рокфеллерам даже и не снилось. Богатейшие люди планеты на государственных должностях, которые вроде бы зарплату получают от государства. Вот этот вот как бы уголовный, широкого такого государственного масштаба, оно продолжает сейчас существовать, может, в более цивилизованном виде, в таком. Государство под себя все подмяло, и им до лампочки международные конвенции, там, права коренных народов. Если единственный путь, как бы противостоять им, это вот массовость, действительно, чем более сознательный человек с достоинством будет защищать свою землю, свои права, будет шанс тогда отстоять что-то такое, вот свою родную землю, которую надо оставить там детям, внукам и так далее. Это единственный способ. Вот меня, между прочим, я ожидал народу намного больше вот на этом митинге. Меня это как бы даже и удручает. Вот такое равнодушие массовое основного населения местного. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Я призываю просто поактивнее участвовать во всех этих мероприятиях. Потому что я по матери с Чаптыкова, она с раннего вот детства мне рассказывала всю свою историю. Там мой отец, дед Петруха, его старики даже знают, там первый коммунист в Чаптыкове был. Убили его за то, что раскулачивал. Дети сиротами остались. Вот такая невеселая история. Поэтому я, собственно, живу в Абакане, но моя историческая как бы родина моих родителей,
Это вот это Чаптакова. Я бываю там, вот езжу, природа очень нравится, степь там, вот запах и прочее, прочее. Я тоже как бы вот болею за эту землю. Спасибо за внимание. Ну, у нас сегодня здесь присутствует гость, который приехал из Кузбасса. У него, он знает цену угля и расскажет вообще, можно ли бороться против угольщиков. Это у нас Кречетов Вячеслав. Отчество, к сожалению, не сказали. Викторович. Уважаемые жители Хакасии, я из Кузбасса, как уже здесь сказали. Но в Кузбасс он не весь и не всегда был изрыт. Еще буквально 10 лет назад мой родной город, это город Мыски, наверняка многие знают, был достаточно чистым городом. У нас были чистые реки, у нас был чистый воздух. У нас где-то далеко работали разрезы. Мы, конечно, знали, что они есть, но мы их не видели. И вот, начиная, наверное, с 10-летней давности срока, разрезы начали подбираться. Кстати, два разреза одновременно зарегистрированы на Кипре. Это Аршановский и разрез Кейзаский в Мысках. Знаете, наверное, Аршановский разрез? Так вот, теперь у нас в Мысках, в центре города, углепогрузочная станция, которая находится от жилых домов, но буквально на расстоянии 200 метров. То есть, что такое 200 метров, да, от углепогрузки, где круглосуточно, беспрерывно погрузчиками уголь грузится в вагоны. Столб пыли стоит метров на 300, я квадрокоптером замерял. То есть, и это все разлетается километров на 7, не меньше. То есть, ну, это видимое пятно, которое видно на космических снимках, если туда смотреть. Вот в такой ситуации оказались жители в Мысках. Вслед за этим разрезом сегодня продается еще 4 угольных участка. Каждый разрез строит свою погрузочную станцию, свою дорогу, свои примыкания, свою инфраструктуру. Все это в городе. Автомобильный транспорт разреза гоняет у нас груженный по городским улицам. Вообще, на самом деле, это страшные вещи. То есть, всего 10 лет назад я видел чистейший город. Он считался чистейшим городом в Кемеровской области. Сегодня я вижу самый грязный город, который в Кузбассе. Конечно, когда они заходили, они рассказывали, насколько будет все волшебно, какие замечательные технологии современные будут использоваться этими ребятами, дельцами. Но по факту оказалось, что все достаточно элементарно, что все это ложь. Теперь немножечко, значит, об экономическом аспекте. Эти люди очень часто любят рассказывать, что, значит, угледобыча – это рабочие места, это налоги, и все цветет и пахнет. Так вот, посмотрите на Кемеровскую область. Покажите мне хоть один город, который расцвел и пахнет. Есть глубокое заблуждение, что в Кемеровской области зарплаты выше, чем в Хакасии. Да? Наверное, слышали тоже такую историю. Так вот, по официальной статистике, в Хакасии зарплаты выше, чем в Кемеровской области. То есть зайдите на сайт Росстата и посмотрите. Зарплаты в Кузбассе меньше. Однако Кемеровская область является еще и лидером по другим аспектам. Не только по угледобыче. Мы сегодня добываем 70% всего угля российского. В основном экспортный сегмент. Так вот, вторая сторона этого дела. Сегодня Кемеровская область лидер в стране по онкологии. Она лидер в стране по заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Она лидер в стране по врожденным порокам развития детей. Каждый 5-й ребенок в Кемеровской области рождается с пороком врожденным. Это ужасная ситуация, да, то есть люди, работающие в роддомах, они просто за голову держатся, что творится. Вот что придет вместе с тем, если вы позволите разрезом заходить массово сюда. Спасибо большое. Спасибо. Ну, у нас докладчиков много. Да-да-да, Киршем интернет. По сути, я скажу, я предлагаю, во-первых, выбрать счетную комиссию, которая будет считать, я вкратце зачитаю проект резолюции, но это не окончательный вариант, затем потому что поступит предложение, то есть дополнение резолюции, но нам надо понимать, что есть резолюция, что потом дополнять. Договорились? А потом уже сами выступления, дополнения будут. Так, предлагаю, так как я, ну, чуть-чуть неудобно, как я ведущий, предлагаю, то есть председателем чрезвычайно съезда назначить себя. Кто против? Все за, да? Может кто-то... Так, секретариат комиссии Чебадаева Мария Алексеевна.
представить, где он у нас она. Вот у нас. Председатель мандатно-счетной комиссии Доможакова Ольга Петровна. Члены счетной комиссии Кичеева Виолетта Андреевна. Где она? Вот представьте. Вот. Альджибаева Даяна Владимировна. Альджибаева. Топоева Екатерина Евгеньевна. Все у нас за столом. То есть, если есть вопросы, обращаться к ним. Так, проект резолюции. Я зачитаю вкратце. Буквально быстро. Так. Хакасский съезд в лице его представителей. Так, прошу, кто не зарегистрировался, прошу пройти зарегистрироваться, потому что надо будет посчитать в конце. Так что, кто недавно подошел, подходим к столу. Поддерживая, так, исходя из стремления сохранения устойчивого развития хакасского народа, традиционный образ жизни как неотъемлемая составляющая на культурном многообразии народов мира. Поддерживая озвученный президентом Российской Федерации Путин на Петербургском экономическом форуме, сформировать в Минусинской котловине новый мощный агропромышленный комплекс и научно-промышленный центр. Опираясь на резолюции митинга, который собрал более 2500 подписей, который своей деятельности является то есть угольно-разрезы, которые своей деятельностью уничтожают территорию традиционного хозяйствования хакасов и представителей других национальностей, проживающих на земле Республики Хакасия, тем самым разрушая экономическую основу для жизни сельского населения Республики Хакасия. Выводит из оборота тысячи гектар сельхозземель и переводя их в промышленные территории без возможности рекультивации и дальнейшего использования земли как сельскохозяйственной, тем самым ослабляя продовольственную безопасность нашей страны. Уничтожает природный историко-культурный ландшафт, безвозвратно лишает Хакасии памятников исторического наследия, нарушает нормы и требования законодательства, создают воронки депрессии, тем самым нарушает гидрохимический режим поверхностных и грунтовых вод. Я зачитываю самое основное. Формулировка на самом деле больше. Наносит ущерб дорогам общего пользования, наносит урон качеству жизни местного населения, нарушает условия СПОС, свободного предварительного созданного согласия коренного населения, ставит под угрозу целостности плотины Саяно-Шушенской ГЭС, наносит материальный ущерб жителям прилегающих территорий, отравляет атмосферу Хакаско-Минусинской котловины, отравляет атмосферу дымом и от горящих угольных отвалов, отравляет грунтовые воды и воду реки Абакан выбросами, откачиваем из угольных карьеров водными стоками. А также, заслушав выступления докладчиков основных, обратиться к президенту Российской Федерации, председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, генеральному прокурору Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации с просьбой произвести комплексную проверку действующих и планируемых угольных разрезов Республики Хакасия, обязать разрез Майрыский и разрез Аршановский в двухдневный срок обнародовать утвержденную в установленном порядке проектную и техническую документацию. Обязать срок за 2 дня до проведения взрывных работ разрезами Майрыский и Аршановский извещать население Республики Хакасия. Здесь я не понял. Я здесь предлагаю вообще мораторий остановить вот эти. Ну ладно. Второй пункт. Обратить правительство Российской Федерации, Верховный Совет Республики Хакасия и правительство Республики Хакасия запретить добычу угля открытым способом на имеющихся разрезах территории Республики Хакасия, запретить перевод земель сельскохозяйственного назначения под недропользование без
и при невозможности после предполагаемой деятельности возврат этих земель в сельскохозяйственный оборот. На законодательном уровне закрепить порядок обязательного рассмотрения и согласования депутатами Верховного Совета Республики Хакасия вопросов, связанных с выдачей разрешения на строительство и выделение земель под добычу угля на территории Республики Хакасия. Запрещая деятельность без общего положительного решения представительного института коренного народа. Не менее 1000 человек. Создание республиканского гарантийного фонда рекультивации земель для существующих разрезов. Ввести мораторий на строительство и разработку новых угольных разрезов. Расширение границ добычи угля открытым способом на имеющихся разрезах. Так, 4 пункт. Признать нарушающими права на частную собственность жителей Республики Хакасия и противоречащим Конституции Российской Федерации изъятие земель для государственных нужд в интересах частной компании. 5 пункт. Выразить требования коренного народа, хакасского народа Республики Хакасия сохранить и защитить от промышленного воздействия места обитания 53 видов краснокнижных птиц. И каких птиц из доклада вы уже знаете. 6 пункт. Выразить решительный протест против попрания департаментом недропользования по Сибирскому федеральному округу собственникам и учредителям угольных разрезов Майрыский и Аршановский. Да, насколько я понимаю. Так. 7. Соответствие Декларации о правах коренных народов при освоении земель государства добросовестно консультируется и сотрудничает с соответствующими коренными народами через их представителей. 8. Обратиться к главам стран, потребителям угла разреза Майрыский. Это к лидеру Китайской Народной Республики, президенту Южной Кореи, Японии, Турции, Польши с просьбой ограничить сотрудничество с данными компаниями. 9. Обратить председателя правительства Республики Хакасия, обратиться к председателю правительства Республики Хакасия с протестом против практики административно-политической поддержки разреза Майрыский и Аршановский. Призвать правительство Российской Федерации и Республики Хакасия разработать программу развития на землях Республики Хакасия экологически чистого агропромышленного и сельскохозяйственного производства. Так. 11 последний пункт. Образовать представительный орган хакасского народа, хранители хакасской земли, и утвердить его положением. По членам потом, да? Так. Вот основа проекта резолюции. Сейчас будут доклады дальше, и, возможно, будут дополнения. То есть прошу поставить на голосование. Вы за принятие, за основу принять такой резолюции? То есть резолюция, считаю, то есть принятым. Так, единогласно, да? Может, воздержавшиеся есть? Да. Нету, да? Кто против? Нету, да? Единогласно принято. Так. Так, переходим дальше докладчикам. У нас по списку идет Черпаков Матос Александрович. Время также остается до 5 минут. Ну, желательно вкратце и по факту. Поддерживаете? Спасибо. Изанер, ну, во-первых, я хочу поблагодарить устроителей вот этой вот съезда чрезвычайного. И это действительно герои. И собрались мы сегодня немного, так скажем, неофициально, что ли, нету представителей официальной власти. Но, несмотря на это, мы здесь, и вам за это большое спасибо. Я сам делегирован сюда от рода Черпаковых, это Сёк Туран. И несколько вопросов вот хотел бы поднять. Это не мои пожелания, это пожелания нескольких людей. Ну, во-первых, нету здесь представителей Совета Старейшин. Нету здесь, не знаю, от Лиги хакасских женщин.
Почему их нету? Это представительские органы хакасского народа. И они, вот последний, кто поднимал вопрос по разрезам, это был Торосов Владислав Михайлович. Сейчас уже этот вопрос не поднимается. Последний раз вопрос поднимали по Аршановскому разрезу. После Аршановского там Майрыхский открылся, Белоярский, Кирбинский и еще там, еще несколько разрезов, еще на очереди сколько разрезов. Плюс еще вырубка леса, тут проблема у нас с экологией, золотари тоже. И Совет старейшин молчит, сокращается поле жизнедеятельности хакасского народа, и не только хакасского народа, всех народов, проживающих на этой территории. Такое ощущение, что они там закрылись, занимаются своими делами. Вот надо как-то этот вопрос поднять или поставить на повестку дня вопрос о переизбрании председателя Совета старейшин, потому что никаких работ не ведется, с их стороны вообще никакой поддержки нету. Плюс Лига хакасских женщин. Это вот Лига хакасских женщин и Совет старейшин — это сильнейшие организации на самом деле, задумка великолепная. Это они должны поддерживать наш народ, но последний раз я видел Лига хакасских женщин, председатель этого лиги, она ездила на Майрыхский разрез, пила воду, говорила, что там очень замечательная вкусная водичка. Встает вопрос, а как они находятся, в какой связи с народом вообще они находятся? Такое ощущение, что они вообще в большом и большом отрыве от народа. Второе. Вот недра земли принадлежат Российской Федерации. Поверхность земли, вот плодородный слой, он принадлежит нам, местным жителям. То, что ниже, к нам не относится. И вот они выдают лицензии. Нету никаких ограничений по добыче угля на федеральном уровне. То есть в законодательстве нету никаких ограничений. То есть на маленьком клочке земли могут открыть несколько разрезов. И как живут эти местные народы, это уже никого не касается. Поэтому хотелось бы, чтобы было и обращение к нашей Государственной Думе от имени вот этого вот съезда также. И еще третье, здесь вот как хранители хакасской земли, да? То есть хранители хакасской земли — это действительно нужная организация, тоже про это говорили, и нужно работать в союзе с соседними регионами. Это вот Кузбасс приехал, это вот очень добро пожаловать, кстати, рад, вот именно я лично рад видеть, что вы приехали, болеете душой. Плюс еще Якутия есть, с Тувой можно связаться. И, я думаю, если создать ассоциацию межрегиональную, то это будет уже субъект международного права. И мы уже многого добьемся именно объединением с другими соседними регионами. Спасибо большое за внимание. Алгыс болсын. Так как выступающих много, предлагаю ограничить 3 минуты. Или если это... Вера Сергеевна Канадакова. Улуга здесь и Спирев здесь. Так. После Веры Сергеевны здесь Виктор Яковлевич Чепчегашев. Изеннер арлық жер сұғжыларым. Пүн мінтің өрінжам, мындық мероприятияға, мындық шоншилғанға. Здравствуйте, дорогие земляки. Я что хочу сказать. Вы все знаете меня. Я коренная жительница Ал-Шалгинова. Там родилась, выросла и теперь, скажите, состарилась. Вы представляете, вот кто не находился в Шалгиново, да?
вот эти жаркие дни мимо нас провозят уголь на погрузку. Такие огромные машины ходят. И вот у нас в деревне, вот не поймешь, то ли мы в пыли, то ли мы в тумане. Об этом подтвердят все. И теперь у нас к нам нагло, нахально лезет майорский разрез. Конечно, мы все против. Мы все против Ал-Шалгинова-Чаптыкова. Я хочу, почему я выступаю перед вами. Среди нас, особенно центральная усадьба Куйбышева, я не буду скрывать и не умею играть нашим-вашим сказать. У нас идет проблема по Куйбышево. Идет сарафанное радио. Люди продаются. Как можно продать свою родную землю? Я за Шалгинова, вы никто не поверите, я плачу. Что будет с нашей родной землей? Это наша хакасская земля. Почему вы Куйбышевскую продаетесь? Почему продаете земельные паи? Ведь есть у нас еще над нами Боженька. Ведь когда-нибудь это будет Божие наказание не вам, а вашим детям, внукам, правнукам. Жизнь всегда ставит на свои места. Почему Куйбышевские, я именно в Куйбышево обращаюсь? Почему сегодня у нас нету главы администрации Чаптыкова? Почему он нам не дал для своего народа помещение Дома культуры? У нас, среди нас есть, я даю 100% гарантии, Шалгинова, Чаптыкова нет. Но у нас больной вопрос, это Куйбышева. И вы все знаете в лице, кого это все происходит. Это уже стыд и срам. Стыд это в моем поколении. Продавать свою родную землю. Вы знаете, после нас, да, я 2 века не буду жить. Я хочу, чтобы у меня дети сейчас пойдут на пенсию, продолжили скотоводством Хакасы. Мы, да, мама говорит, мы устали от городской жизни. Так я хочу, они, чтобы передать свой скот, свои земли, я хочу передать своим внукам, детям и правнукам, чтобы они спокойно жили, работали, развивали скот и жили, ели чистые экологические продукты молочные, молоко, сметана, путхы, пызылах и мясо. Мы, хакасы, любим мясо. Почему чужие? Почему чужие хотят захватить наши земли? И меня возмущает, я вообще в шоке, кто продает свои земельные паи и сами продают, подворно ходят майрысские как представители, и с ними ходят наши. С какими глазами потом смотреть в народ, в люди, я ничего не могу понять. Вот никто есть свидетели. Когда вот это вопрос поднимается, да, вот никто не поверит. Вот я сейчас давала интервью, как вам тут, с этого Кемерово. Я вот чуть не заплакала. Я, да, действительно, от всей души и вообще болею за свою деревню Шалгинова. У меня мать Шалгинова. У меня на кладбище лежит столько поколений, деды, прадеды. Когда-то, вот представляете, когда-то вот наши родители заработали вот эти земельные паи. Мы, чтобы жили, развивали скот, продолжали, обучали детей, занимались скотоводством. А в итоге что? Я знаю, что с Куйбышева женщина вот так сказала. Это не сарафанное радио. Я продам, мне нужны деньги, меня никто не убедит. Но я ее здесь не вижу. Как так можно рассуждать? Так у тебя же растет внук, у тебя же есть дочь. Я знаю эту женщину.
Почему вот мы сегодня, нас нету, вы думаете, на этом жизнь заканчивается, что ли? У нас продолжение рода идет. Поэтому, Арлык, Ширсухжан, мои земляки, надо нам держаться вместе, быть дружными. И тогда мы вот это дело, думаем, выиграем, как говорится по-русски, прорвемся. Дорогие делегаты, мы с вами приняли резолюцию единогласно. Теперь хотелось бы еще проголосовать за то, чтобы эта резолюция присутствовала на публичных слушаниях, которые будут 22 августа и 19 сентября, и помогла выиграть споры. То есть этой резолюции мы говорим нет этим угольным разрезам. Прошу вот проголосовать, потому что это очень важный вопрос. Против кто-то есть? Спасибо. Изенер Куйбышевтың и Алтайдың, Бейінің и біздің Хакас жерінің кізлері прай. Арқыстар парух Изенер. Мен сағамны çoğtanыр Совет старейшінің кізі жоғылды. Мен Воронинның орынжызы болсем. Но менің тоғызым келсе Абакандағы Хакас чуның Улугларды чөбінің кінезі болсем, городтағы. Анары пүн шоқ сығар бен бірде шоқты пузым түдінмедім. Анары шоқтың перген ечемстерге. Но если так сказать для всех, то я являюсь заместителем председателя Совета старейшин Хакасского народа Воронина. Воронин сегодня уехал в Красноярск. Он там, что-то там у него с операцией. Но если так сказать, то сегодня в целом, конечно, Совет старейшин неоднократно обсуждал этот вопрос на президиуме Совета старейшин. Работа проводилась. И можно сказать, конечно, тут еще во время съезда хакасского народа я выступал против вот как раз вот этого самого, это есть в резолюции съезда хакасского народа о том, что вот этот разрез загрязняет и действует отрицательно на нашу природу и экологию. Сегодня нужно сказать, что это не только проблема чисто нашего коренного хакасского народа. Пстан хакасчуның керегілі немесул. Прай мандыш пстан керегі большол. Это проблема, я считаю, всех хакасских людей, всех, кто проживает на территории Хакасии. Всех. Поэтому многие вот не так давно мероприятия проводили в городе Абакане. И там, когда проводили, вышел украинец и говорит: я здесь вырос, родился, мои дети, внуки сейчас и так далее. Я, в общем-то, считаю себя хакасом. Поэтому я считаю, что сегодня нельзя обходить этот вопрос мимо. Я другой раз вот недавно ездил на лошади верхом, по Аскийскому району везде проехал, и вот представлял себе, как в старину наши предки ездили на лошадях по степи, чистота, аккуратно, а теперь посмотришь, смог и все остальное. Поднимешься на гору, и видно, что действительно внизу все затянуто смогом, угольным там и другими и так далее. Поэтому я считаю, что и мое личное мнение, я на последнем президиуме Совета старейшин, когда собирали весь президиум, там 50 с лишним человек в Хакасии, то там говорил об этом же, что действительно нужно решать этот вопрос и в резолюцию вписать. Ну, пока они как бы эти вопросы как-то обтекаемо проходят все время. А в целом я считаю, что сегодня нужно не вот в резолюции конкретно писать, прекратить вот эти разработки, и все. И больше другого не должно быть, потому что природа уже больше никогда не восстановится. Останутся одни горные отвалы и все остальное. И представляете, когда был здесь в свое время, где-то в 80-х годах Сенкевич,
помните, наверное, такого, который путешественник вел передачи по телевидению, он говорил, что Хакасия – это уникальный центр культуры древнейшей, что на 1 километре, даже где вот идет что, где, когда, вопросы, там, говорит, где есть такая республика, в которой на 1 километре более сотни исторических памятников. Никто не знает. А потом сказали, это Хакасия. Поэтому действительно уникальнейшую природу мы можем разрушить, развалить, и ничего не останется больше. Одни отвалы и так далее. Действительно, вот проедешь на рудник Тёвы, посмотришь, там ведь ничего нужно восстанавливать. Ну, там горы, тайга и так далее, но вместо тайги одни отвалы стоят. Здесь примерно то же самое будет. Поэтому правильное решение. Сегодняшнее собрание действительно резолюцию выработает, и когда действительно вот будет обращение ко всему народу, и будет подниматься весь народ Хакасии поднимать, и тогда действительно, возможно, я надеюсь, что мы повлияем все вместе на эти результаты, на остановку вот этих всех проблем, которые создаются сегодня у нас. И хотя сегодня действительно можно говорить и о том, что в целом молодые ребята сегодня действительно являются во многом забойщиками этих вопросов. И правильно делают, что поднимают эти вопросы, вопросы наших, ну, они сегодня, поколение, ведь это тысячи лет вот эти памятники стояли, и сегодня и вот их не могут расшифровать. Что там написано? Хотя единственное смог расшифровать наш ученый Кизласов, сейчас заканчиваю, он расшифровал их, и за это первый в мире рунические надписи расшифровал. И большой пласт исторических событий сразу вскрылось на основе вот этих природных памятников. И он за это получил первую медаль международного общества, а другие так и не могут расшифровать сегодня. Поэтому это очень для истории, для предков и для наших будущих, для нашего будущего поколения. Это бесценна вся наша природа, наша чистая экология, от нее может ничего не остаться. Поэтому я полностью поддерживаю сегодня вот все эти решения и движение вот за чистую Хакасию. Еще одну секундочку. Дорогие делегаты, у меня к вам огромная просьба. Все-таки, так как на нас возложена такая сложная и важная задача подсчет голосов, то есть у меня огромная просьба. И вот эти вот все эти голоса нужны для того, чтобы защитить наши земли на общественных слушаниях, для того, чтобы мы могли подавать документы в определенные инстанции, да, то есть во все то, что мы там перечисляли, прокуратура, Природнадзор и так далее. Поэтому огромная просьба, кто не зарегистрировался, подойдите. Я сейчас начинаю подсчет голосов. Подойдите, пожалуйста, и зарегистрируйтесь. Вы меня извините, я забыла поблагодарить от жителей Ал-Шалгинова. Большое спасибо организаторам этого съезда. Официально хочу поблагодарить за большой труд Капсаргину Юрию Павловичу, Доможакова Ольга Петровна, Чертыков Михаил, Осачаков Сергей, Прус Евгений, Юрию Челтыгмашеву, потом Зоя Михайловна Шурышева, которая с первых дней вместе с нами и не устает. Когда бы ее мы не попросили, она в день и ночь может выехать к нам на помощь. Большое спасибо организаторам этого мероприятия. Я очень рада. Им большое спасибо.
Слово предоставляется Марии Николаевне Михайловой, Усть-Абаканский район. Ага. Изенер Арла Кыргызстан. Я представляю Усть-Абакан. В первую очередь я вам что хочу сказать. Сегодня дата трагедии со дня на Саяно-Шушенской ГЭС. Давайте это почтим. Второй праздник. 230 лет Беи. Это тоже. Жизнь продолжается. Сейчас я вам расскажу о себе. Я дочь профессионального шахтера. Я родилась, жила в Черногорске. Я знаю, что такие разрезы. Вы представляете, падает снег, белый, красивый. Вот пока он падал, он был белый. Прошло время, он у нас черный. Мы, по идее, даже не видели белого, хорошего снега. Только до тот момент, когда он был. Понимаете? Я считаю так, что нельзя вообще располагать эти разрезы. Мой отец был профессиональным шахтером. Его во время войны вывезли из деревни, еще малолеткой. Он работал, учился в ФЗУ, их срочно отправляли в горные забои. Поэтому он знает, что это такое. И всегда над Черногоркой висел смог. Это как одно облако и над одним городом. Это очень тоже неприятно. Тогда, возможно, тоже были онкологии, но это сильно, не распространялось. Потому что у меня он сам умер от онкологии, рак легкого, и мама умерла от онкологии. Поэтому я понимаю, что такое смог. Нельзя позволять открывать всякие открытые разработки. Вы сами понимаете, вскрыша, взрыв, это Саяно-Шушенская ГЭС. Нам хватило трагедии, люди за нас 10 лет назад погибли. Поэтому мы должны стать все активно, не продаваться, добиваться, не прогибаться. Если у человека есть принцип, он пойдет до конца. А если он беспринципный, бесхребетный, он будет свой кусочек земли за гроши продавать. А гроши заканчиваются, а жизнь продолжается. Потом мы будем другому в рот заглядывать и говорить, а вот он живет, а у меня этого нет. Надо было раньше предусматривать. Поэтому я вас очень прошу, поднимаемся все дружно, не прогибаемся, все с принципами, все за родную солнечную Хакасию. У меня многие знакомые говорят, что наша солнечная Хакасия – это маленькая Швейцария. Так давайте мы ее сбережем. Для себя, для детей, для будущего. Спасибо. Алғыс болсын. Павел Луисович Капсарген, Хойбалал. Я рад, что мы все вместе по этому вопросу. Тут много говорили, я на это я другое что-то скажу. Конечно, этого угольного монстра нам по одному не одолеть. Хакасия, Тува, Горный Алтай, видимо, нам надо, все равно как-то надо объединяться. В Туве больше, раз 10. Здесь 10 миллиардов, а там 100. И там качество лучше. А там будут рыть нещадно. Нас завалит потом Туву. Это значит, нам надо все равно как-то дальше двигаться в этом направлении, в котором мы двигаемся. Правильно. Следующий вопрос. Значит, тут пару-тройку раз говорили насчет нашего монстра, существующего на колею, скажем так, на французском колею, ГЭС. Это будет примерно так. Где-то, скажем так, сколько-то лет, несколько сот миллионов, никаких миллиардов еще. Высокосибирский разъезд изъятие сделал, под Лукьяновку тряхануло. Как это так? В степи не должно быть, в принципе, никаких землетрясений, там на 1000, на 100 миллион лет. Тряхануло. А примерно будет так. Изъятие, значит, планируется 10 миллиардов тонн, миллиард здесь, а 9 миллиардов на той стороне. За Ташобой, Красное озеро, за ТЭЦ, это весь Абакан накроет. Значит, 12 лет. Что это такое 12 лет? Это миг по геологическим меркам. Это будет обязательно землетрясение. Прогнозы это никто не делал, никакое не заключение. Ну это, конечно, все это хорошо, мы тут это будет все, говорим, что это будет как бы детская забава. Когда придет, значит, разрушится сель, и этот ГЭС, и будет сель. Это по 10-й этаж, весь Абакан Черногорск под селем окажется, вместе с людьми, с машинами. Ну, то есть мы еще пока до конца не понимаем, что нас ожидает, как нас ожидает, если мы пустим эти разрезы сюда. Вот над этим надо нам думать головой, крепко думать. Желаю всем удачи. Алғыс болсын, краткость сестра таланта тішедір. Анағандара барша, Шурышева Зоя Михайловна, организатор.
Я не столько организатор, может быть, а просто как вдохновитель, может быть, и помощник. Значит, я выступлю вот с каким обращением. Почему случилось так, что слушания публичные будут проходить в БЕИ 22 августа по изменению генерального плана Куйбышевского сельского совета и 19 сентября по изменению, по переводу земель из сельхозназначения в промышленные. Вот в нормативных документах вот это самая маленькая зацепочка, за которую, по которой они не могут ее переступить. Вот, ни разрез, ни суд, ни даже не недра, хотя они изымают. Они изымают сейчас земли сельхозназначения, понимаете? А чтобы начать производство, их надо перевести из сельхозназначения в промышленные. И вот чтобы их перевести, нужно все равно вот как бы видимость создать этих публичных слушаний, чтобы люди проголосовали за. Вот поэтому это очень важный момент сейчас наступает. 22 августа по изменению генерального плана и 19 по переводу земель из сельхозназначения в промышленные. Когда в протоколах вот этих публичных слушаниях будет за большинство, то мы уже все, что вот тут говорили, это будет 0. Поэтому я очень обращаюсь ко всему населению Куйбышевского сельского совета. Шалгиновцы, они молодцы, они дружные, они все, чаптыковцы тоже. Но у нас уты, кто представитель из ут сегодня, хоть кто-то есть здесь? В эту Куйбышевский сельский совет входит 5 деревень. Уты, Куйбышева, Кайбалы, Чаптыкова, Шалгинова. Вот жители этих деревень, на них лежит ответственность по открытию вот этого огромного монстра, который будет называться Восточный Западный, и состоять из 5 или 6 участков, из 5-6 разрезов. То есть Казбальской степи не будет. И вот я что хочу сказать. Что сделала администрация и депутаты сельского совета Куйбышевского и районного совета? Это то, что люди просто не знают, как процедура прошла, почему ушло это на публичное слушание в БЕИ. Хотя статья 28 Градостроительного кодекса говорит о том, что публичное слушание, особенно по изменению границ или поселения или касаемо земель, все должно быть на территории этого поселения. Но, значит, поправ вот эту статью закона Градостроительного кодекса, депутаты сельского совета Куйбышевского, депутаты Куйбышевского сельского совета, вот их вы знаете в лицо все, они, 6 человек, проголосовали за то, что они отдают свои голоса, свое право решать здесь, состояться здесь публичным слушанием или не состояться, отдали решение на откуп депутатам районного совета. И когда они вот это решение приняли большинством голосов, и, значит, тогда вступили в дело депутаты районного совета. Районный совет, депутаты районного совета, я не знаю, с чьей подачи, они решили, что публичные слушания должны проводиться 22 августа, заметьте, в рабочий день, в 10 часов утра, рабочее время, что недопустимо вообще проводить публичные слушания в такое время. И они, значит, то есть из этих сел, это людям из 5 сел надо добраться, чтобы выразить свое мнение. Это значит, они делают специально для того, чтобы люди не приехали и не проголосовали. А приехали и проголосовали бы те люди, которые они уже назначили, которые приедут и проголосуют там. Понимаете? И кроме этого, решением этого депутатов, они еще почему-то приняли своим решением, не услышав мнения тех жителей, которые будут голосовать, что голосование будет тайным.
то есть обезличенным, понимаете? Это что получается? Значит, вот эти бланки для голосования тоже можно подтасовать, сделать. А кто будет в этой счетной комиссии, кто будет это считать? Вот, это что? Это вот административный ресурс, который позволяет проводить так публичные слушания. Поэтому я просто обращаюсь еще раз к жителям Куйбышева сельского совета. Я очень вас прошу выехать, оставить все свои дела 22 августа и 19 сентября и выразить, дать на этих публичных слушаниях проголосовать против. Первое, они изменяют генеральный план уже под изъятые земельные участки приказом Госнедр. Госнедра, значит, Сибгоснедра, они, значит, издали приказ, как уже тут говорили, об изъятии под государственные нужды для недропользователей. А недропользователи подразумевается, что они показали свою лицензию, мэрский разрез, и вот на основании лицензии только они заходят. Во-первых, публичные слушания, если уж так говорить дословно, должны проходить только после того, как проведена оценка воздействия на окружающую среду. Вот когда эта оценка будет проведена, и когда она скажет, ничего тут дурного не будет после открытия разрезов открытым способом, вот тогда проводятся публичные слушания. Не проведя никаких, самых первых слушаний у них не было ничего. Даже это записано в итоговом протоколе от 1 октября, самых первых публичных слушаний, где Виноградов, исполнительный директор Майорыкского разреза, говорит о том, что у нас нет проектной документации. Это записано в итоговом протоколе. И все равно они идут на нарушение. Вы ехали, если со стороны Аршанова, то видели, они уже очистные уже копают, они уже пролагают, они плевать хотели и на Гостехнадзор, и на надзор по землям. Теперь я пару слов только вашего внимания задержу. Значит, что такое изъять земли из сельхозоборота? Сельскохозяйственные земли и сельхозоборота. Значит, как уже говорилось, что тут займет такое пространство, да, эти земли. Вот чтобы обратно вернуть в земли в сельхозоборот, вот этих, которые сейчас копают и наживаются, их уже в живых, может, не будет, понимаете? Кто будет возвращать в сельхозоборот? И вот почвовед наш, мы обращались же к ученым, они говорят о том, чтобы вернуть земли в сельхозоборот, требуется от 70 до 100 лет. Представьте? То есть это просто этого не будет. А во-вторых, для недропользователей в законе о недрах нет такого, что недра наши копают, вот эти вот все, да? И почему нет гарантийного фонда, который бы говорил о том, что и про компенсации для жителей, и для восстановления экологии, и для всего жизнеобеспечения? Этого нет. Получается, у нас все правовые документы подстроены так, чтобы изъять эти недра, высосать из земли все и выкинуть. Ну все, спасибо. Я еще раз призываю приехать на публичное слушание. Тут слово просит то есть движение «Родная степь», общественной организации. 1 минута, засекайте. Извиняюсь, не планировал выступать, поэтому как дома хожу, так и на работу собирался. В общем, вот Зоя Михайловна, в общем, сказала все верно. Но не хотелось бы, чтобы вы все здесь сидящие думали, что наши сельские депутаты такие нехорошие люди. Это честные, простые люди. Это такие же жители, как и мы. Вот, кто-то здесь присутствует, кого-то нету. На тот момент, когда они передавали полномочия, им
просто наш глава сельсовета и присутствовали представители с района, сказали, что депутаты Бейского сельсовета приняли решение. И, то есть мы его забираем. То есть, выставили все так, что, в общем-то, якобы от вас ничего не зависит, но нужно. И они проголосовали. Вот это нужно, чтобы вы понимали. Вот люди, да, вот это простые люди, такие же, как вы, как мы. Мы с ними разговаривали, мы с ними, то есть как это все проходило. То есть, не нужно вот этих людей, которые 4 депутата с Кайбал, 4 депутата с Куйбышева, там, Чаптыка, Шалгинова, это хорошие люди, честные. В дальнейшем сейчас будет видно. В дальнейшем сейчас, я просто не... Одну минуту. Я просто не могу, сейчас начнутся судебные процессы. Мы инициировали, наша группа, у нас порядка 150 членов, мы инициировали судебный процесс по по вопросу передачи и так далее. И еще 22 числа Леонид сказал, организация нашла 3 автобуса. Те, кто готов ехать голосовать именно против перевода земель, объявление будет развешено, это порядка, 3 автобуса, порядка 90 человек. То есть, если у кого-то нету, опять же, мы сейчас подали в суд на то, чтобы это решение о назначении данных слушаний в БЕИ было отменено и переносилось сюда, в Куйбышево. То есть, об этом тоже уже много говорили. Мы просто не говорим, не пишем как-то, мы работаем. Но в случае, если все-таки слушания будут назначены в БЕИ, автобусы подойдут, если у кого-то есть своя, именно те жители, которые против. Я на этом акцентирую, потому что это наши деньги. То есть, и это очень важно, то есть, чтобы люди понимали. А что касается депутатов, не надо сразу бить их палкой. Это нормальные люди, честные. Может, кайбре депутатам унабин, есть такой человеческий фактор, когда обманули. Второй момент, по автобусам, насколько я знаю, там 25 мест. И третий момент, вообще по закону, если в другом месте проводится публичное слушание, они должны организовать подвоз, то есть выделить автобусы. Это их перспектива, вы на это не должны тратить денег. По закону, по идее, так должно быть. Так, закон-то он, видите, Так, я перехожу. Аюшин Леонид. Есть? Так, тоже 2 минуты, ладно? То желающих много, кто высказаться. Хорошо. Здравствуйте, Аюшин Леонид, я со Скиза, родом с Шалгинова. И как раз вовремя, что я хотел сказать, до меня сказали, у меня предложение внести в резолюцию, это обязательно. Это созыв, неочередной экстренный созыв депутатов Верховного Совета по угольным разрезам, по решению этого вопроса. Второй вопрос – это лишение мандатов депутатов Бейского района, утративших силу, доверие, то есть избирателей. И третье, чтобы депутаты Верховного Совета Республики Хакасия вынесли недоверие председателю правительства Каналову. Вот все такие вопросы. Это серьезные вопросы, и только они могут решать такие вопросы. Это мое мнение лично. Спасибо за предложение. Мы, конечно, записали их всех, рассмотрим. Евгения Прус, здесь дополнения небольшие. Затем подготовится тоже до 2 минут Чалтыкмаш Владимир Данилович. Здравствуйте. Дополнение у нас, к сожалению, докладчик не приехал, поэтому я кратко хочу основные аспекты озвучить, которые Михаил уже озвучил по поводу загрязнения всех слоев воды. То есть первое, что мы получаем от угольных разрезов, это грязную воду. Грязный воздух. Это четко должны понимать, да, хакасские, русские, тувинцы, какая разница, дышим мы воздухом одним, пьем одну воду.
И интересно, власть имущие, богатые люди Республики Хакасия, которые, не знаю, они собираются уезжать отсюда, наверное. То есть они же будут дышать этим же воздухом. То есть отравлен будет воздух всей котловины, и все будет стекать вниз. Это первое. Второе. Такой момент. Обратите внимание, что с ростом добычи угля, с ростом объемов добычи угля у нас растет и количество онкологически больных. Я думаю, что здесь нет ни одного человека, у кого не было, да, больных рядом, знакомых, там, товарищей, или кто-то где-то слышал. То есть это уже на каждом шагу онкобольные. Но при всем при этом объемы добычи растут, а налоги почему-то они уменьшаются с каждым годом. Если посмотреть статистику, все налогов меньше и меньше поступает. Еще мы не сказали о таком важном аспекте, как Саяно-Шушенская ГЭС. Так вот, существует такой профессор Владимир Тетельман. Он доктор технических наук. Он не так давно написал одну книгу про нашу Саяно-Шушенскую ГЭС. И, знаете, там очень интересные вещи он пишет о том, что главная проблема нашей гидроэлектростанции, она нас бабушка и так недавно уже, да, подвела, она старается, это микротрещины гидроэлектростанции в ее теле. То, что у нее уже вперед выходит гребень, и подумайте, насколько полезно для нее регулярные взрывы в относительной близости. То есть все равно это микроподвижки, все равно гидроэлектростанция на такую нагрузку не рассчитана, это нужно четко понимать. То, что у нас сейчас начинает строиться радиологический центр, это тоже надо об этом задуматься. Для чего и почему? Потому что количество онкобольных растет. Теперь о розе ветров. У нас западная, северно-западная роза ветров. Это все идет в сторону Абакана, в сторону Минусинска. Почвы у нас склонные к опустыниванию. Барьер на западе и на севере из лесов, он либо выжжен, либо вырублен. Барьера лесного, который останавливал бы западные ветра, у нас нет. У нас сейчас идет очень сильное эродирование почв. То есть специалисты не дадут мне соврать то, что почвы деградируют довольно сильно из-за, ну, сами замечали, да, как много ветров сейчас, какие ветра сильные, чаще, дольше дуют. Так вот, в случае, если Кайбальскую котловину все-таки вскроют и в таких масштабах, не подземным способом, а открытым, то это будет конец. То есть в течение нескольких лет произойдет опустынивание почв. Еще вот минутку я хотела сказать здесь, что это древняя очень земля. Я понимаю, что здесь лежат ваши предки и тех народов, которые были до вас. Но это настолько древняя земля, что здесь такие силы внутренние в ней, понимаете, что они должны уже помочь, потому что люди должны очнуться и проснуться. Люди должны понять, что это наша земля, понимаете? Хакасия многонациональна. Я сейчас понимаю, что это говорю на Хакасском съезде, да, но наша задача, чтобы не только хакасы это осознали, чтобы это осознали все, что сейчас планета наш дом. И как сказали, как говорится, как вот русские говорят по-русски, будем жить. Спасибо, Евгения. Чалтыгмаш Владимир Данилович, до 2 минут. Хайди гарантия. Изенер арлық чертулдарыз. Уға өріністік, мұнда қадидерге яшырғастық, базы өріністік, соң арасысты мұндағы чертулыстың үшін, неме, чабылшатқан үшін, сирістің үшін, алдына тұршатқан үшін, мұнда кізлер дауысы перекчатқан үшін. Вот, я, Владимир Данилович Чалтыгмаш, представляю Центр возрождения национальной духовной культуры села Аскиз. Раньше мы назывались Фонд возрождения самобытности хакасского народа, поднимаем традиции обычаи хакасского народа. И для сведения, вот смотрите, мы можем говорить о проблемах. Проблемах мы можем говорить очень долго и очень много. А вот эти те действия, та деятельность, она может порождать проблемы за проблемами до полного окончания, то есть живности на этой земле, и людей, и земли. Мы должны понимать то, что вот это, что находится под нами, то, что находится над нами, и то, что находится по 4 сторонам света, все живое.
Эта земля-матушка тоже живая. За это мы в ответе. А за продажу вот этих участков вы тоже в ответе будете. Это очень страшная вещь, вы сегодня не осознаете, если те, которые продаете. Я обращаюсь к вам. И что хотелось, мы сегодня меня еще радует от центра «Аскиз», он оказался центром возрождения национальной духовной культуры. Там у нас в прошлом году проводили родовые обряды, 250 родовых обрядов. А до этого 150 родовых обрядов. Вот видение вот это, как вот этот, не поднимая проблему можно говорить бесконечно, да? Потому что там действительно вот бесконечная проблема. Пути решения мы хотели бы увидеть тех точки опоры, тех людей, те группы, с которыми мы в дальнейшем будем работать. А мы примерно знаем, как это делать, что здесь делать. На этом я заканчиваю, но, конечно, благодарю вас, всех, кто неравнодушен своей земле, кто неравнодушен своему народу, кто неравнодушен своему роду. Благодарю вас, ваших великих предков в небесах. Что вы ведете, и вы, что вы такие, что народ наш поднимается, пробуждается. Благодарю вас. Спасибо. Так, Чебедаева Валентина Владимировна. Тоже до 2 минут. И у нас еще голосование и процесс принятия, подкрепления, так скажем. Иманар, так что табрахарах. Изернер праздна, сразу хомзынстық, ашырғастық, біз нұғандық садын жақшынмыз. Көмесақ шекөс берділер, я, біз оланың алынды, мәне бетесек шеп сол шырның алынды. Вот случайно мне пришлось, вот нечаянно, ну, сказали, что совет старейшин будет в Бее, меня пригласили. Но так получилось, что нас повезли на Майрых. Знаете, я посмотрела этот майрыхский разрез, вы знаете, там такая громадина, такая техника, все там. Но думаете, надо тоғындырырлар сағын маңарда. Мягко стелют, но жестко будет спать. Поэтому всем своим хочу сказать, потому что я родом отсюда, здесь выросла, я из рода Лахтаевых. Вот это моя земля. Поэтому думайте, потому что жизнь как бумеранг. Сделали плохое, оно вернется к вам же, но не к вам самим, мы уже прожили. Как говорится, мы уже прожили, но нашим детям и внукам расти. Поэтому подумайте об этом, что не забывайте, что жизнь как бумеранг. Сделали плохое, вашим детям это все возвернется. Думайте над этим. Ну, сейчас я предлагаю перейти к выборам исполнительного органа, а нам будет доклады дальше. Ну, то есть... Я хочу еще одно объявление сделать перед выборами. Значит, 2 даже объявления. Первое объявление, когда мы закончим, есть предложение просто вот этим всем народом на фоне вот этой скалы сфотографироваться, для того, чтобы потом не было разговоров о том, что да, там было 30 человек, и все это и не съезд, это все какое-то вообще там непонятное собрание и так далее. Это первое предложение. И второе, когда мероприятие закончится, мы сфотографируемся, обязательно для вас приготовили там обед, наше национальное блюдо, обязательно придите и с нами отобедаете, хорошо? Еще не досказали, вы, пожалуйста, не расходитесь. У нас подготовлено видеообращение к Владимиру Владимировичу Путину от коренного народа Республики Хакасия. И все, кто не боится обратиться напрямую к нему, то, пожалуйста, не расходитесь. У нас оператор готов, обращение готово. Диктор, я думаю, у нас уже заряжен. Поэтому, пожалуйста, давайте все массово на фоне, красиво, чтобы сняли и чтобы оно пошло в массы. Вы не против? Спасибо. Киштеева Лариса Егоровна, тоже до 2 минут небольшой доклад. Здравствуйте. Я выросла в этом районе,
в Алтайском районе. Сначала Сартыкова, потом Аршанова, Белый Яр. И когда сейчас я сюда приезжаю, у меня при виде вот этих отвалов, при виде вот этой изрытой земли, израненной, у меня папа воевал, на 3 войнах был, и у меня почему-то его рассказы всегда вспоминаются, как земля была в Европе вся изрытая, а у нас сейчас войны нет, но она вся изрытая, и у меня вот эта боль. Проезжая сюда, мне хочется рыдать, кричать, и мой призыв – гоните. Мне уже под 80 лет, но у меня есть потомки, родственники, друзья и вообще весь народ Хакасии. Почему нет здесь представителей Ширинского района, Аскизского района, остальных районов? Это должно всех касаться, всей республики. И потом, устроителям, пожалуйста, очень мало людей, вот у меня, я живу в Абакане, очень мало людей знает о том, что происходит. Даже про Майрыкский, где-то там роют и все что прочее. А ведь это трагедия для республики. И у меня родились такие слова. Я вот призываю вас не давать, не пускать сюда этих бандитов, этих толстосумов. У меня больше других слов нет. Я не побоюсь, что это бандиты. И не надо пускать на нашу священную землю этих людей. Мне вот родились вот такие слова. Мы любовь к земле схоронили, крест поставили на могиле. И сказали все, слава Богу, только встала земля из гроба, укоризненно вздыхая, что ж вы сделали со мной, я же живая. Так давайте, не дадим ее умертвить этим бандитам, гоните, если надо будет, встанем, ляжем и будем. Но это касается не только Алтайского района, Бейский район. У нас очень много должно касаться всей республики. И я призываю, чтобы другие районы тоже 22 августа приехали и дали свои голоса, отказы. Гнать надо этих людей. Спасибо. Вот одним из результатов нынешнего съезда нам необходимо выбрать исполнительный орган именно вот этого съезда. Значит, есть предложение членами исполнительного, во-первых, исполнительный орган – это люди занимаются из группы «Живая Хакасия» в интернете, «Живая Хакасия». Заходите туда, читайте материалы, там все подробно, вся ситуация, которая складывается в республике, она вся подробно описывается. Значит, есть предложение исполнительный орган этого съезда назвать Совет хранителей земли Хакасии. И членами этого исполнительного органа предлагаем следующих людей. Председателем исполнительного органа Челтыгмашев Юрий Петрович. Члены исполнительного органа Азараков Виктор Николаевич, Капсаргин Юрий Павлович, Торосов Михаил Игоревич, Чертыков Михаил Анатольевич. Если возражений нет, необходимо просто проголосовать для того, чтобы в будущем эта группа начала работать и готовить документы для того, чтобы направлять их в соответствующие органы. И говорить именно от имени, во-первых, группы «Живой Хакасии», во-вторых, от имени уже состоявшегося съезда. Хорошо? Еще небольшое дополнение. Вдруг есть кандидатуры, которые хотели бы участвовать и быть в этой инициативной группе, то не стесняйтесь, подходите и говорите. То есть сейчас начинаем голосование. Кто за? Кто против? Списком или поименно? Есть ли кандидатуры дополнительные? Кто-нибудь готов? Ну ладно, хорошо. И у меня теперь еще просьба, прежде чем еще оставшиеся выступающие выступят, давайте сейчас запишем видеообращение. То есть просим подняться. И вот тут вот у нас режиссер, который скажет, как встать. Михаил Туросов это обращение озвучит.
Это священная скала, и на фоне священной горы это исторический, кстати, момент, и воспользуйтесь этим моментом. Запечатлите, что вы неравнодушны к нашей земле. Я предлагаю встать вот здесь, вот прямо перед колонками. Гора будет фоном, будет замечательная картинка. Пожалуйста, подходите и выстраивайтесь.